Добрый день, уважаемые коллеги, участники вебинара, который посвящен результатам мониторинга трудоустройства в профессиональных образовательных организациях Республики Коми. Уважаемые коллеги, мы рады приветствовать всех, кто включается в профессиональный диалог с Институтом развития образования. Начался новый учебный год. У нас очень много задач, которые мы с вами вместе будем решать. И мы надеемся, что вся линейка вебинаров и профессиональных семинаров, которые мы будем проводить в этом учебном году, они будут не только вам профессионально полезны, но мы очень надеемся на ваше активное участие в качестве лекторов, в качестве методистов, в качестве профессионально активных участников всех тех процессов, в которые в настоящее время включена наша республика. Уважаемые коллеги, мы очень надеемся, что вы уже знаете, как мы работаем в рамках вебинаров. Конечно, вы можете задавать вопросы в процессе просмотра нашего вебинара. Нам очень важна обратная связь, и при необходимости вы можете включиться в диалог с нашим ведущим и задать какие-то вопросы. Сегодня мы выбрали форму проведения нашего с вами диалога в форме вебинара. Но мы очень надеемся, что в течение этого месяца, после того, как поступят от вас профессиональные вопросы, мы проведем еще и методический семинар по вопросам, связанным с трудоустройством наших выпускников. Именно уже на семинаре мы проведем более глубокую аналитику, мы представим информацию по динамике трудоустройства за последние 3 года и, конечно, представим рекомендации. Сегодня наш вебинар, он информационный, для того, чтобы задать именно тот профессиональный тон для дальнейшего общения, который, надеемся, вы все, наши коллеги, поддержите. Уважаемые коллеги, я еще раз вас поздравляю с новым учебным годом. Надеюсь, что мы с вами придем к результатам, которые обозначены уже в национальных проектах по развитию системы образования. И вы все знаете, что эти результаты зависят от каждого из нас. Поэтому очень надеемся на совместные проекты, на взаимодействие в рамках уже сетевых задач, которые стоят перед нами. Коллеги, и я предоставляю слово руководителю Республиканского методического центра по развитию национальной системы квалификации в Республике Коми Владиславу Петровичу Рудому. Владислав Петрович сегодня будет модератором данного вебинара, и на любые вопросы, я думаю, сегодня вы сможете получить профессиональные ответы. Коллеги, я желаю вам удачной работы. Спасибо. Уважаемые присутствующие, наша встреча в этом году учебном первая, и хотелось бы, естественно, провести ее очень с нормальным, хорошим результатом. И один из тех вопросов, которые хотелось бы в начале учебного года нам осветить и пообсуждать, и сделать какие-то определенные результаты подвести, это трудоустройство выпускников профессионального образования и высшей школы. Мониторинг трудоустройства выпускников данных организаций учебных проводился в течение последнего времени, и он является фактическим трудоустройством 2018 года по состоянию на 1.08.2018 года. Одним из наиболее значимых результатов, по которым оценивает эффективность деятельности организаций профобразования, является трудоустройство выпускников. Вы все прекрасно понимаете, что это очень важный момент, результат нашей работы на протяжении всех их учебы, поэтому эта работа очень важна, и она требует определенного осмысления. В соответствии с федеральной целевой программой развития образования на 17-20 годы показатель трудоустройства выпускников в течение первого года после выпуска с учетом выпускников, призванных в ряды вооруженных сил, должен составлять не менее 70%, 74%. Комплексная методика мониторинга трудоустройства выпускников образовательных учреждений профобразования разработана Координационно-аналитическим центром. Позвольте я
трудоустройством по заданиям Министерства науки, Минобрнауки, Техническим университетом имени Баумана, город Москва, и выделяет 4 основных канала занятости выпускников образовательных организаций профессионального образования. Это трудоустройство на работу, продолжение обучения, призывы в ряды вооруженных сил Российской Федерации, отпуск по уходу за ребенком. Выпускники, не относящиеся ни к одному из ниже перечисленных каналов занятости, считаются нетрудоустроенными. Цель исследования этого – анализ перспектив на продолжение образования и трудоустройства выпускников профобразовательных организаций. Это выявить прогнозируемое распределение выпускников по каналам занятости. В качестве основного метода использования массовый опосредованный анкетный опрос студентов-выпускников, студентов последнего года обучения. Выборку составили студенты всех специальностей 33 образовательных организаций ПО и ООО. Общий объем составил 5254 человека. Таким образом, можно говорить о надежности, определенной надежности результатов. Информацию о прогнозируемом распределении выпускников по каналам занятости предоставили 33 образовательных организации Республики Коми. Из них 29 профобразования и 4 образовательные организации высшего образования по состоянию на 1, как я уже говорил, августа 2018 года. Цели и задачи данного мониторинга – это анализ перспектив на продолжение образования, как я уже говорил, трудоустройство образовательных организаций. Задачи – обработка данных трудоустройства выпускников, предоставленных образовательными организациями, анализ и оценка востребованности выпускников на рынке труда, предоставление абитуриентам достоверной информации о результатах трудоустройства выпускников. Методика, уже говорил, не буду повторяться, что разработана Центром содействия трудоустройству Минобрнауки и Техническим университетом имени Баумана. 4 основных канала занятости я уже тоже говорил. Трудоустройство, продолжение обучения, призыв в ряды вооруженных сил и отпуск по уходу за ребенком. Общие данные: 33, 5254 выпускника, из них среднее профессиональное образование 3559, что составляет 68%, и высшее образование 1695, что составляет 32%. Прогноз распределения выпускников образовательных учреждений профобразования по каналам занятости. Вот мы видим из нашей таблицы графика, что намерены продолжить. Вот в 2017 году оказалось почему-то немножко больше продолжить обучение, но всего лишь на 1%. А призыв в армию составил 15%. Планируют трудоустроиться 53%, и планируют уйти по уходу за ребенком 2%, ну и не определилась с трудоустройством традиционно почему-то всегда вот этих 10-11%, в данной ситуации вот за этот период 10%. Ну, я понимаю, что этот прогноз, он как бы сложившийся из тех данных, и тут ничего, собственно говоря, такого сверх происшедшего нет, в связи с тем, что эти практические цифры, они повторяются, ну, как бы из одного периода в другой, из года в год. Так. Прогноз распределения выпускников по каналам занятости. Намерены продолжить обучение 27%, подлежат призыву советского армии 15%, отменят трудоустройство 40%, уйти в отпуск 3%, не определились с трудоустройством 15%. Рейтинг укрупненных групп. По каким же специальностям и направлениям подготовки по количеству выпускников, планирующих трудоустроиться? Профессия: клиническая медицина, технологии легкой промышленности, сестринское дело, социология, социальная работа, культуроведение, социокультурные проекты, электроника, радиотехника и система связи, физическая культура и спорт, сервис и туризм, изобразительные и прикладные виды искусств и компьютерные информационные науки.
Вот отсюда видно, мы в процентном отношении видим, сколько специальностей по количеству выпускников планируют трудоустроиться. В цифры, в принципе, довольно-таки оптимистичные, что касается, вот, допустим, первых 4, ну и даже, можно сказать, 6 крупных групп специальностей. Вот. Ну и, собственно говоря, немножко, конечно, вот эти специальности, которые физическая культура, спорт, сервис и туризм, почему-то приближается почти к половине, которые готовы сегодня, планируют устроиться. Это, конечно, не очень хороший показатель. Кроме того, естественно, мониторили и укрупненные группы специальностей направлений подготовки, выпускники которых имеют риск быть нетрудоспособными. Не определились с трудоустройством. Это политические науки и регионоведение, архитектура, очень высокие проценты, техносферной безопасности, природоустройства, прошу прощения, ветеринария и зоотехния, юриспруденция, изобразительные и прикладные виды искусств, сценические искусства и литературное творчество, средства массовой информации, биологические науки, сервис и туризм. Вот из этой схемы, из этого графика видно, насколько процентов людей не определились с трудоустройством, что, конечно, очень беспокоит. Очень беспокоит. Идем дальше. Рейтинг укрупненных групп специальностей и направлений подготовки по количеству выпускников, планирующих продолжить обучение. Очень отрадно, что эти группы специальностей математика и механика, юриспруденция, сценические искусства и литературное творчество, физика, астрономия, средства массовой информации, психологические науки, архитектура, история, археология, языкознание и литературоведение и химия. Вот такой укрупненная группа специальностей, которые планируют, собственно говоря, продолжить обучение. Рейтинг укрупненных групп специальностей и направлений подготовки вот в части показателей призыва ряды вооруженных сил и по уходу за ребенком. Ну, здесь это попадает в основном с левой стороны. Показатель призыва в ряды — это в основном мужская половина выпускников, и отпуск за ребенком, собственно говоря, это женская половина. Ну, процент, собственно, не очень большой, учитывая юный возраст. А ребята как раз тот возрастной ценз, который, собственно, они практически вот на таком уровне почти одинаковым, да, вот везде 33%, естественно, в управлении специальность 27.00, это 73%. Вот. Укрупненные группы специальностей и направлений подготовки, в которые входят специальности из 150. С этой таблицы видно, что вот и намерены продолжить обучение, подлежат призыву в армию, планируют трудоустроиться, не определились с трудоустройством, планируют идти в отпуск по уходу за ребенком. Все из таблицы четко видно, просматривается. И по специальности электроника, радиотехника, сервис, туризм, изобразительные прикладные виды искусств, сельское лесное рыбное хозяйство. Ну, если брать первую, намеренно продолжить обучение, они практически, кроме вот, техника и технология наземного транспорта, имеют такой небольшой процент, а так все в основном процент усредненных где-то в районе, в средний процент 20. Вот. Армия — это понятно. Планируют устроиться, очень процент неплохой. Единственное, что немножко смущает управление в технических системах. Да, это 27%. Тут, конечно, ну, даже, извините, не совсем плохо, но не определились трудоустройства
и 73% по специальности 27,00,00. Это очень печально. Ну, можно, собственно говоря, сделать такие выводы, что начнут трудовую деятельность, предположительно, 68%, которые планирующих трудоустройство и призыв в армию выпускников. Причем доля выпускников по планирующим трудоустройство выше, чем в сфере высшего образования. Процент выпускников высшего образования, которые намерены продолжить обучение, это практически 27%, выше на 10% показателя выпускников среднего профессионального образования. Представляется целесообразным уточнением для высшего образования. Предполагается поступление в магистратуру, аспирантуру или второе высшее по другой специальности. В 8 профобразовательных организациях, что составляет 24% от общего количества образовательных профессиональных образований, нет выпускников, не определившихся с дальнейшим трудоустройством. В 88% образовательных организаций республики доля выпускников, не определившихся с дальнейшим трудоустройством, составляет до 20%. И только 12% образовательных организаций это высшего образования. Этот показатель составляет от 21 до 50%, что, конечно, собственно говоря, не совсем, конечно, хороший показатель. Имеющий риск быть нетрудоустроенным 10% выпускников. Это 7% среднего образования и 15% сферы высшего образования. Какие, собственно говоря, можно рекомендации предложить в данной ситуации после данного мониторинга? Всем образовательным организациям учитывать результаты прогноза трудоустройства выпускников на 2018 год в деятельность по содействию планированию карьеры трудоустройства выпускников. Образовательным организациям, в которых наблюдается высокая доля выпускников, не определившихся с трудоустройством, организовывать деятельность, направленную на ее снижение. Это введение перспективного регионального плана трудоустройства, проведение занятий по дисциплине, вариативной части учебного плана, эффективное поведение на рынке труда. Это знакомство студентов с правилами построения профессиональных и жизненных планов, составление резюме, поведение на собеседовании и так далее. Исследование различных форм работы с организациями работодателями, экскурсии, конференции, круглые столы, семинары по вопросам трудоустройства и адаптации на рабочих местах. Оказание консультативных услуг, информационные, развивающие индивидуальные групповые консультации по вопросам трудоустройства. Анализ эффективности трудоустройства выпускников профессиональной образовательной организации. Координация деятельности по содействию трудоустройству всех участников образовательного процесса. Вот, пожалуй, вот те рекомендации, конечно, их вполне достаточно, которые можно было бы использовать для дальнейшего улучшения показателей по трудоустройству. Вот такой проведенный мониторинг, он имеет такие цифры. Вот. Кое-что, конечно, радует, кто, конечно, где-то, конечно, и огорчается, но хотелось бы, чтобы образовательные организации, и среднее профессиональное образование, и высшее образование все-таки отслеживали до конца трудоустройство своих выпускников, потому что это результат нашей работы. Это очень важно. И насколько, кроме того, очень полезно знать, насколько они проявили себя в трудоустройстве, насколько они сразу влились в коллектив, это очень важно. Но это предстоит большая работа с работодателями, с теми организациями, в которые наши выпускники трудоустроились. Пожалуй, собственно говоря, то, что я хотел сказать. Если какие-то вопросы есть, пожалуйста, можно задавать. Спасибо вам за внимание.